Я вас категорически приветствую. 4 октября 1997 года в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, было похищено 17 миллионов 300 тысяч долларов наличными. Похитил деньги некий Дэвид Гент. Дело было так. Дэвид Гент трудился в конторе под названием Лумис Фарго инкассатором. То есть перевозил крупные суммы денег в бронированном фургончике. Вместе с ним трудилась дама по имени Келли Кэмпбелл, которая Дэвиду сильно нравилась. Потом дама уволилась, через некоторое время предложила Дэвиду обнести контору Лумис Фарго. Деньги, предназначенные для развозки по различным банкам, хранились в Лумис Фарго в специальном огромном сейфе, куда их завозили на погрузочных тележках. У простого водителя-инкассатора Дэвида Гента были ключи от самой конторы, ключи от сигнализации, ключи от сейфа, ключи от бронированного фургона. В общем, ключи вообще от всего. У вменяемого зрителя может возникнуть вопрос: а как же там была организована служба безопасности? И я тебе отвечу: она никак не была организована. Замки, они от честных людей. А там работали честные люди. И до прихода Дэвида Гента никто ничего не воровал. А Дэвид прибыл в контору, вскрыл хранилище и нагрузил полный фургон денег. Чтобы запихать почти 18 миллионов баксов, ему понадобился час времени. После чего Дэвид спокойно уехал и передал деньги подельникам, возглавлял которых знакомый его подруги Келли, Стив Чемберс. Завершив дела и прихватив с собой 50 тысяч долларов наличными, больше через мексиканскую границу перевести было нельзя, Дэвид убыл в Мексику отсидеться, пока не утихнет шум. Дебилы-подельники тут же переехали из своего трейлера в роскошный дом и принялись тратить деньги, как пьяные матросы. А чтобы не платить долю Дэвиду, было принято решение как можно скорее его убить. Кто не в курсе, в демократических и свободных Соединенных Штатах Америки весьма непросто потратить крупную сумму так, чтобы не привлечь внимание властей. Что наличными, что безналичными. О любых крупных покупках немедленно сообщают властям. И это тебе не тоталитарная Россия, где полицейский полковник может купить на свою скромную зарплату квартирку за 250 миллионов рублей, а потом хранить в ней 123 миллиона долларов наличными, а на безналичных швейцарских счетах еще 300 миллионов евро. Вот жена Чемберса, к примеру, пришла в банк и аккуратно поинтересовалась, всего лишь поинтересовалась, какую сумму можно положить на счет, не привлекая внимания федералов. Внимание федералов тут же привлекли сотрудники банка, сообщившие о ее визите в ФБР и предоставившие оперативникам аудио и видеозаписи произошедшего. Далее понятно. Слежка, прослушка и, наконец, аресты. Арестовали 8 непосредственных участников кражи и еще 16 в разной степени причастных. Само собой, толком потратить денег никто не успел. Всех замели гораздо раньше и почти все деньги изъяли. В том числе из банковских ячеек, куда их благоразумно попрятал Стивен и его жена. Размах идиотии произошедшего был настолько вопиющим, что голливудские творцы не могли пройти мимо и засняли по мотивам случившегося комедию под издевательским названием «Masterminds». В нашем прокате «Зачинщики». Изначально воплотить Дэвида Гента на экране должен был Джим
Керри. Но поскольку Джим из омерзительно кривляющегося клоуна внезапно решил перебежать в драматические актеры и ослепительно засиял вечным разумом, роль без шума и пыли ушла к Заку Галифианакису. Зака многие знают по легендарной трилогии «Мальчишник в Вегасе», где он крайне умело изображал великовозрастного дебила, постоянно пребывающего под различными веществами. В новом фильме все идиотские навыки Зака оказались востребованы по полной. Роль очередного идиота удалась великолепно. На подхвате у Галифианакиса сверкают звезды американского юмористического шоу «Субботним вечером» в прямом эфире. Джейсон Судейкис, Кристен Уиг, Лесли Джонс и Кейт МакКиннон. Дамское трио недавно безуспешно пыталось зажечь в отвратительной женской версии «Охотников за привидениями». Но в «Зачинщиках» получился совершенно другой расклад. Кристен Уиг сыграла возлюбленную Гента Келли Кэмпбелл, примерно такую же дуру, как Дэвид. Кейт МакКиннон – отмороженную невесту Дэвида, гораздо более тупую, чем он сам. Лесли Джонс – мужеподобную дуру-оперативницу из ФБР. И Джейсон Судейкис – свирепого, но тоже тупого наемного убийцу. Всем им помогает напарник образцового самца Оуэн Уилсон в роли зачинщика Стивена Чемберса. Сценарий написали люди, причастные к созданию фильмов типа «Крутой охранник», многие смотрели в правильном переводе, «Ананасовый экспресс» и «Впритык». Поставил все это режиссер Джаред Хесус, который старался не мешать любым проявлениям актерской инициативы. Поскольку умело подобранный личный состав умеет кривляться как мало кто другой, получилось очень смешно. Если кого-то поразила откровенная идиотия реальных событий, надо быть готовым к тому, что в кино накал этой самой идиотии еще более зверский. Чем, собственно, нас и радуют бодрые комедии. Смотреть фильм «Зачинщики» в правильном переводе Гоблина можно с 29 сентября в сети кинотеатров «Синема Парк». Удачного просмотра! До новых встреч!